Джайрахское ущелье – крупный центр ингушской культуры, наполненный археологическими памятниками, историческими находками, являющими собой этнографический быт старины. Село Джайрах – это большой населенный пункт с жилищами, полями и огородами. Говорит председатель сельского совета Джайрах Хусейн Амирханов. Джайрахский сельский совет Назрановского района Чечено-Ингушской АСР расположен в Горной Ингушетии, в Арамхинском ущелье. Граничит с севера с пригородным районом Северо-Осетинской АСР. С юга с Казбекским и Душетскими районами Грузинской ССР. Население составляет 1300 человек, в основном ингуши. Села, входящий в сельский совет, это Джайрах, Байми, Арамхи, Ляжги, Ольгети и Гули. Имеется очень много незаселенных пунктов, которые ранее были заселенными. До 1944 года, до дня выселения республики, в горах имелось 55 населенных пунктов. Сейчас, как я выше перечислил, только 6. Расстояние от Терека до Асы, деятельность сельского совета составляет 45 километров. В связи со строительством автомобильной дороги по территории сельского совета, Кавказской перевальной железной дороги, значит, будет возможность заселить другие населенные пункты вдоль автомобильной дороги. Ниху агусик, таталь гущи зовни зумалик, ниху карта жити, ховна фаттатух, ниху фатта естер, того дес восток, тяха гуч дяли, дугу дуниду, куга бусардулаш, дуга халфадул, ери гачи юрта, бакка лозар ос, вага цулуш тага, суа аравут, яны шиши яни, парыш башка дес, ишта халфа лулаш, зона хозахес. Как и у всех кавказских горцев, у ингушей существуют строго установленные нормы поведения. Строго соблюдаются законы гостеприимства, нравственность, почтение к старшим и другие традиционные обычаи. Женщина знала свое место, мужчина — свое. До уровня культа было возведено уважение к старшему.
У нас не получилось снять ритуал погребения полностью. Мы покорились нормам этикета. Хозяин должен садиться спиной к двери, а гость — лицом. В присутствии старших младший никогда не сядет ни в своем доме, ни за его пределами. Сегодня люди живут уже в новом стиле, в соответствии со временем. Иной стол, другая еда и питье. Женщина и мужчина уже садятся за стол вместе, но ритуал принятия гостя, правила употребления обязательных блюд, уважение к старшим остались прежними. Их не коснулось время.